институт, в стенах Российского исламского института работает два вуза. Именно по ФГОС работает Российский исламский институт, и он реализует направления теология, лингвистика и журналистика. И также в одном здании находится Казанский исламский университет. Там занимаются подготовкой служителей религиозного персонала и хафиза Корана. То есть, мы его называем между собой шариат, да, чтобы было понятно. Там как раз-таки заготовят религиозных деятелей. Чем они отличаются? В Российском исламском институте учат по программам ФГОС и дают диплом государственного образца, который признается на всей территории Российской Федерации. А в Казанском исламском университете выдается диплом установленного образца, который признается религиозными организациями. Вот. Таким образом, очень многие студенты, они учатся и в Российском исламском институте, и еще заканчивают шариат многие, и на направлении журналистики в том числе. Вот у нас есть студенты, которые учатся, стремятся получить и светское образование, которое будет признаваться государством, и религиозное образование. Если говорить о направлениях подготовки, начать с теологии, теологи изучают подробно историю конфессий, изучают философию подробно и проходят практику, они в том числе и в религиозных организациях, в государственных организациях, и уходят туда на работу. Лингвисты занимаются изучением арабского и английского языка, и вуз организовывает переподготовку по педагогике. У нас уже несколько лет есть такая практика. И студенты активно работают переводчиками, также работают в школах преподавателями английского или арабского языка. В районах республики очень много наших выпускников, которые работают именно в школах. Если говорить о направлении журналистика, направление журналистика – это самое молодое направление. Мы открыли данное направление в 2012 году. На данный момент уже сделали 6 выпусков бакалавров. Даем диплом также государственного образца. Все направления подготовки, теология, лингвистика и журналистика – это аккредитованные направления. И в этом году мы делаем первый набор на магистратуру. Мы получили лицензию Министерства образования Российской Федерации по программе как раз-таки журналистика, полиэтническая и межконфессиональная проблематика в СМИ. Вот в этом году мы 10 человек набираем магистратуру. Это очень важно, потому что именно диплом бакалавра и магистра является полноценным дипломом, который раньше мы получали, выпускаясь из вузов специалистом. Сейчас данная система разделена на две составляющие. И пока нам не спустили новые ФГОСы, мы работаем по данной системе, как и все вузы Российской Федерации. Чем замечательное направление журналистика? Даем мы большое количество компетенций, и специфика наша в том, что мы не делим на специализации. На телевидении, на радио, реклама и связь с общественностью, на направление интернет-журналистики мы не делим. Мы даем все в комплексе. Потому что, исходя из потребностей рынка, мы видим, что нужны универсальные специалисты, всеядные журналисты, которые, один человек является человеком-оркестром, человек, который может все, специалист, который способен на все. И поэтому мы не специализируем на отдельно, а мы даем всю массу компетенций по общей номенклатуре специальности 42.00.00. Все, телевидение, радио, реклама и связь с общественностью, все эти компетенции мы даем в рамках одного учебного плана. Вот я считаю, что это наше преимущество, потому что рынок этого требует. Также сейчас мы уже учим по учебному плану ФГОС 3++, как и все вузы. И учебный план мы изменили в соответствии с требованиями рынка. Я отдельно включила модуль по рекламе и по SMM-продвижению. Потому что если посмотреть тот же самый HeadHunter, посмотреть вакансии, в основном журналиста ассоциируют, в том числе как и специалисты по связям с общественностью, который может работать в рамках пресс-служб,
и СММ-специалиста. Прямо в вакансиях работодатель просит, чтобы студент или выпускник, претендующий на данную должность, имел еще вот такие навыки продвижения в социальных сетях, ведения аккаунтов в социальных сетях. Раз работодатель требует, мы обязаны эти компетенции у выпускника сформировать. И для того, чтобы идти в ногу со временем, для этого, конечно, необходимо, чтобы преподавательский состав этими компетенциями обладал. Но я вот, допустим, в прошлом году прошла 5 переподготовок, в том числе в Москве и в частных компаниях. Только в государственных вузах я прошла 5 переподготовок для того, чтобы быть вот на уровне тех цифровых новаций, которые требуются для студентов, потому что это идет поколение Z, да, это дети цифровые, и их знаниями 20-летней, 30-летней давности заинтересовать очень и очень сложно. Таким образом, и ВУЗ обеспечивает вот эту переподготовку педсостава. ВУЗ за счет программы по исламскому образованию имеет возможность переподготовить педагогов. И у нас все преподаватели кафедры проходят регулярно, ежегодно переподготовки и курсы повышения квалификации. Также в чем особенность? Практикоориентированный подход. Вот я работала и в государственных вузах, по совместительству сначала здесь работала, а потом уже перешла на полную работу с 2017 года именно только сюда. Мы здесь уже потом решили открыть именно отдельно кафедру. И я наблюдала, что годами студенты занимаются теорией. То есть просто читают учебники, да, и живой, реальной журналистикой начинают заниматься уже на старших курсах, если они до этих старших курсов дойдут, да, если у них еще желание, горение, оно не потухнет. И я сама человек с полей, я журналист практикующий, я работала в информационном агентстве Татар-Информ, работала в газете электронный Интертат, когда еще была русская редакция. Также работала в пресс-службах вот Татхимфармпрепараты, потом работала в администрации Вахитского района пресс-секретарем главы администрации. Поэтому представляю себе работу как в средствах массовой информации, работала сама в ТА-центре, также работала корреспондентом, так и в пресс-службах, то есть в области рекламы и связи с общественностью. Есть практика работы. И я поняла, что все-таки журналистика – это прежде всего практика. И всю эту теорию можно ведь преподнести студенту в живом формате. Ну, допустим, проходим мы теорию журналистики. Тут же мы можем повести студента в редакцию. Проходим мы заметку. Вот одна пара идет теория заметки, потом мы даем задание студенту, сдаем задание, и студент уже у нас идет непосредственно на мероприятие. И с этого мероприятия он мне должен принести заметку, ответить на вопросы «что, где, когда», сфотографировать это мероприятие, и садимся в компьютерный класс, и дети пишут заметки. И все это делается в формате деловой игры. То есть есть электронная газета «Шакирт» у нас есть и в печатном варианте. И мы обязательно, то есть сайт этот делают студенты. Во-первых, его создавали студенты, и эту электронную газету делают студенты. То есть это наша редакция. Вот каждая группа первого курса – это редакция. Мы делимся, кто будет отвечать за вопросы общественной жизни, кто по социальным вопросам, кто по политическим, кто по экономическим. Да, сначала это игра. На первом курсе это игра, но в феврале месяце первого курса они уже уходят на практику в средства массовой информации. И там уже эта игра, она станет реальностью. Вот. И вот на первом курсе, когда в рамках прохождения основ журналистской деятельности, там они проходят информационные жанры, заметка, интервью, репортаж и другие информационные жанры, они как раз-таки все это осваивают в рамках электронной газеты. Дальше идет в учебном плане, допустим, телевизионная журналистика. Те же самые жанры, я передаю их преподавателю, который с телевидения имеет опыт 20-летней работы на телевидении. Вот мы сейчас сидим в своей студии. Тут звукоизоляция, работают здесь свет, пантографы. Рядом есть помещение, где стоят монтажные машины, где дети уже занимаются профессионально монтажом. И преподаватель уже, они как работают, делают информационную передачу. Каждый студент должен сделать по информационному сюжету. Все это монтируется в единую передачу.
Также потом, когда проходим интервью, то есть одновременно, пожалуйста, студент может сдавать текст, он у меня в электронном формате, в рамках электронной редакции сдает текст и публикует сам. Все делает студент сам. Мы обучаем, конечно, но они ко мне на зачет приходят с опубликованными материалами. И потом только уже на зачете сдают теорию. Вот это детям интересно. Вот я даже спрашиваю, они мне вчера вот буквально писал первый курс эссе, как нравится ли им учиться на первом курсе. Мы опрос проводили, и 95% очень нравится. 5% студентов заявили, какие предметы бы они хотели, но эти предметы, они уже есть в учебном плане. Я вот многим ответила, что все невозможно разместить именно в первом курсе. На первом курсе у вас эти предметы будут, но будут уже на более старших курсах. То есть в целом студенты довольны, им понравилось. Но есть моменты работы, конечно, с базой практики. Вот по практике. Практика – это тоже очень важная составляющая, потому что в журналистике все-таки я вот как практик считаю, что 70% это практика и только 30% это теория. Вся техника у нас в наличии есть. Техника выдается на руки студентам. Дорогостоящая цифровая техника, потому что невозможно человеку дать компетенции, если он в руках камеру не держал. То есть камеру мы выдаем, он идет, снимает. Один сюжет может монтироваться до 6 часов, первый сюжет. Вот есть студия, она работает до 7 часов вечера каждый день. Это территория студентов, они здесь сидят, творят, общаются. Вот. Практика очень важная составляющая, они у нас идут в средства массовой информации, как федеральные, так и региональные. И мы уже присматриваемся к студенту с сентября месяца, на что же он способен. На самом деле мы еще на собеседовании уже начинаем смотреть, слушаем тембр голоса, как он выражает свои мысли, как держится перед камерой. Да? То есть происходят телепробы. Преподаватель, когда приходит на телевизионную журналистику, они обязательно делают телевизионные пробы. И мы уже к февралю мы примерно знаем, исходя еще из желания студента, куда мы его отправим. На радио, на телевидение, в интернет-издание мы отправим или пресс-службу. Ну, на первом курсе я не рекомендую, конечно, идти в пресс-службы. Вот. И, конечно, мы учитываем желание студента. Заключаем договор со средствами массовой информации. В феврале месяце они у нас уходят на практику. И мы поддерживаем связь именно с тем журналистом-практиком, кто будет заниматься ими в редакции. Вот это дает очень хороший результат. Потом у нас происходит фестиваль практики, то есть защита практики проходит публично. Там все 4 курса собираются. Это воспитательный момент, когда первый курс видит, чего достиг 4-й курс, 3-й курс, да, и они за ними тянутся. И мы награждаем лучших по практике, там и призы, и дипломы. Мы приглашаем работодателей именно на защиту практики. И даже вот в этом году включили в педагогическую систему еще и родителей. Мы вручили благодарственные письма родителям, подписанные заведующим кафедрой, тем детям, которые учились отлично. Да? И мы поняли, что для родителей это очень важно, и этот документ мы ламинировали, все благодарственные письма, что этот документ будет в архиве, в семейном архиве храниться долгие годы. Это будет памятный документ. Вот средства массовой информации берут охоту наших студентов и светские, и религиозные. Студенты очень востребованы. Есть дети у нас как светские, так и соблюдающие, да, уже из религиозных семей. Очень востребованы соблюдающие дети. Ну, туда может пойти любой ребенок при мечетях, потому что при мечетях вот есть свои газеты. Вот мечеть Гаиля, у них есть газета «Мусульманлар», и наша выпускница как раз-таки работает в этой газете, и также туда они идут и на практику по желанию. Кто-то хочет в светские СМИ, идет в светские. На ТНВ есть масса религиозных передач. На КТРК Татарстан национальное вещание тоже охотно берут. Если дети светские и только в ВУЗе они, из светских семей дети, они могут пойти, пожалуйста, на КТРК Татарстан. Вот я имею в виду девочки, да, потому что в ВУЗе они входят, все-таки есть дресс-код, девочки ходят с покрытой головой, они могут идти в новости, потому что в новостях, конечно, федеральных и региональных, в региональных выпусках, конечно, мы не видим женщин в хиджабе, а на национальном вещании это допустимо. Пожалуйста, национальные вещания, они могут выйти и в платках, и в религиозных передачах тем более, да, они выходят в эфир в платках.
Поэтому мы подбираем индивидуально. Вот в этом году, ну, я считаю, таким вот ключевым моментом заключили договор с РИА Новости Москва через теологическую ассоциацию НОТА, потому что, которая объединяет все вузы в России, которые реализуют направление теология. И наших студентов взяли на практику в Москву, Федеральное информационное агентство. Они успешно прошли практику, привезли публикации. И вуз оплатил им и дорогу, и проживание. То есть вуз всячески поддерживает студентов. Это замечательно. Мне очень нравится здесь работать, потому что руководство вуза слышит. Когда я сказала, что журналистика невозможна без техники, без студии, да, то есть нас услышали, нам приобрели эту технику, все, что необходимо по стандартам. Работать комфортно. И очень радует, что семейная обстановка в вузе. Это тоже очень важно, потому что за окном нас окружает агрессивная среда, на самом деле. И в школе тоже мы видим, что экономические реалии, они... И вот ЕГЭ, то, что перешло все-таки в школы, раньше ведь все-таки конкурентная среда больше была в вузе, когда они выходили из школы и сдавали экзамены, да. Я вот себя вот очень хорошо помню, то есть в школе нас любили, нас жалели, вот, наши учителя, мы очень любили своих учителей. И только в вузе мы начинали понимать при поступлении в вуз, что это конкурентная среда, что кого-то выберут, а кого-то не выберут. А сейчас при ЕГЭ, то есть вот эта конкурентная среда, она все-таки в школах, на старших классах присутствует. И дети находятся в стрессовом состоянии, очень многие. И я вот даже вижу, когда они к нам приходят на первом курсе, они такие отформатированные ЕГЭ приходят, вот после ЕГЭ литература, и они меня все время спрашивают, какое количество знаков я должен знать эссе. Я говорю, не надо, ты подумай, пожалуйста, о раскрытии темы. Я хочу, а какими фразами? То есть они все ищут какие-то стандарты и шаблоны. Я говорю, мне важно, как ты думаешь. А у вас есть шаблон, как написать? Покажите мне. Я говорю, не надо, мне важно именно твое мнение. Да? То есть, и я вот их буквально размораживаю. Вот первый курс, я их размораживаю. Они учатся самостоятельно. Они понимают, что их не ударят по рукам за то, что они самостоятельно мыслят, что они могут больше написать, меньше написать. Вот это тоже очень важно. Вот эта семейная атмосфера в вузе, где не стрессовая обстановка в вузе, она дает очень хорошие результаты, потому что поступают дети из деревень, бывает, что дети очень закрытые поступают, разного уровня дети поступают, и мы даже вот видим, как дети раскрываются. Я одну студентку прям из какой-то глухой башкирской деревни поступила девочка, прям вот боялась слова сказать. Я еще удивлялась, я думаю, ну журналистику, наверное, зря она пришла на журналистику. Я на нее смотрела, дверь боялась открыть. Вы не поверите, у нас вот в рамках проходит ежегодно конференция «Медиатолерантность», региональная поволжская конференция. Мы ее организуем с Министерством образования Республики Татарстан. Мы тесно сотрудничаем, им за это очень благодарны. И проходит конкурс у нас региональный «Хочу стать журналистом». Ежегодно у нас проходит. И там проводят мастер-классы, именно наши студенты старших курсов проводят мастер-классы для школьников в виде станций. Это такая игра. Мы целый день, мы закрываем вуз в субботу и проводим, вот занимаемся только детьми, школьниками, которых в рамках этого конкурса лучших 50 школьников мы отобрали по региону. И вот эта девочка, которая поступила из башкирской деревни, если бы вы видели, она как диджей зажигала такую огромную аудиторию в актовом зале, я прям удивилась, я ее просто не узнала, да, не узнала, то есть вот эти именно организационные способности, работать с большой массовой аудиторией, которая еще не каждый преподаватель способен увидеть аудиторию, значит, 50 преподавателей мы приглашаем, 50 школьников, 100 человек в зале и не испугаться, как она проводила викторины, и мы видим, что дети, они раскрываются именно вот в такой комфортной среде.